заводе BMW сделали уменьшенную масштабом 1 к 18 модель машины. Если радиус колеса уменьшенной модели 1,75 см, то чему равен радиус колеса у настоящей машины? Итак, масштаб. Любой масштаб решается через пропорцию. Получается 1 к 18. Здесь надо понимать, что 1 это уменьшенный, 18 это оригинальный размер. А вот это уменьшенная модель 1,75, либо 1,3, да? Давайте напишу 1,3. Если это сантиметры, то у настоящей тоже выйдет в сантиметрах. Чтобы найти их, что мы делаем? Это число, вот это 1,3 умножаем на 18. Х равен сразу 7 четвертых в виде неправильной дроби. Умножаю на 18. Сократим по 2. Из 2 9. 9 у 3 63. Разделить на 2. 31,5. Девятое задание. Упростите. Значит, надо скобки раскрыть ее, разделить на минус 2 и найти ответ, да? Давайте я сперва соберу все а. Вот. Минус 4а на минус 1 будет плюс 4а. Плюс 2а это уже 6а. 6а минус 8а это минус 2аа. Минус 2а. И когда я все буду делить на минус 2, это означает каждый из них по отдельности разделить на минус 2, то минус 2а разделить на минус 2 это будет просто а. На просто а начинается ответ b, поэтому b уже правильный ответ. Если хотите, вы можете проделать все, проверить, но чтобы сэкономить время, здесь уже достаточно сразу отметить и идти дальше. Давайте проверим. Минус 4а на плюс 4b будет минус 8аб. У нас еще есть АБ, да? Минус 16АБ. У нас еще есть АБ, вот плюс 2АБ. Минус 16АБ плюс 2АБ это минус 14АБ. Если его разделить на минус 2, будет плюс 7АБ. Видите? И из b будет то же самое. Десятое задание. Решите систему неравенств. Так, 0,75 это 3 четвертых. Первое неравенство полностью умножу на 4. Когда умножаю на положительное число, знак неравенства не меняется. У меня получается 4х минус 1. Здесь четверки сократятся. Здесь тоже четверки сократятся. Будет меньше либо равно 3. Минус 1 знаком плюс перейдет сюда. 3 плюс 1 это будет уже 4. 4 на 4 разделить. Х меньше либо равно 1. То есть ответ должен быть до 1, до единицы. До единицы ответ c, он единственный. Если, опять-таки, если проверить 3,9 в периоде, да, с этим мы уже поработали, это 9 девятых, это единица, плюс 3 это 4, 12 разделить на 6 это 2, минус 4, минус 2, х больше равно минус 2. То есть получается х начинается от минус 2. И мы убеждаемся, что на самом деле ответ c. Далее, чему равна последняя цифра ответа данного выражения? Есть отдельный видеоурок на эту тему, последняя цифра называется, да, можете посмотреть, чтобы легче уже в следующий раз уже решать такие задания. Вот эти все числа в каких-то степенях они начинают повторяться периодически, то есть 8 в первой степени это будет 8, 8 в квадрате 64, я беру последнюю цифру, четверку пишу, 8 в кубе это 64 умножить на 8, да, 3 восьмерки, либо вот то, что заканчивается на 4, умножаю на 8, 8 в 4, 32, заканчивается на 2. А то, что заканчивается на 2, если умножить на 8, будет заканчиваться на 6. И опять, то, что заканчивается на 6, если умножить на 8, будет заканчиваться на 8. То есть, вот этот повтор опять пойдет. 8, потом, значит, 4, 2, 6 и далее. То есть, степени восьмерки повторяются через каждые 4. У семерки точно так же. 7 в первой у нас будет 7. В квадрате 49, значит, 9. В кубе 9 у 7, 63, 3. В четвертой степени 3 7, 21. И в пятой 7 1 это опять 7. То есть начинает вот эта семерка повторяться, значит дальше будет 9, 3, 1 и так далее. Далее. А шестерка в любой степени шестерка, потому что 6 в первой 6, в квадрате 36, в кубе 216, то есть всегда заканчивается на 6, да? Хорошо, значит что получается? Чтобы найти 8 в 77, я должен какая из этих степеней через каждые 4, если все время 4 прибавлять, окажется вот 77. Для этого я от 77 вычту наиближайшее, да, к нему число, которое делится на 4, кратное 4. Это 76, то есть 77 восьмерок, это все равно, что 76 восьмерок умножить еще на 1 восьмерку. Получается, это будет то же самое, что и 8 в первой степени, потому что 8 в первой через каждые 4 будет повторяться, значит это заканчивается на 8. Первое число заканчивается на 8. Плюс. Проделаем семеркой также. 7 в 66 степени, это означает 66 раз умножили семерку. Это то же самое, что 64 раза умножить, а потом еще 2 раза умножить. Значит, это будет заканчиваться так же, как заканчивается 7 в квадрате.
c в квадрате заканчивается на 9, через 4 будет повторяться все время. 9, 9, 9, поэтому это будет все равно, что 9. А 6 в любой степени заканчивается на 6. Вот теперь смотрите, то, что заканчивается на 8, плюс то, что заканчивается на 7, на 9, это будет 17, 7. То, что заканчивается на 7, минус 6, это будет число, заканчивающееся на 1. Умножим его 2 в кубе, это 2 на 2 на 2, на 8. Получим число, заканчивающееся на 8. 12 задание. Путь, который мотоцикл проходит за 25 минут, легковая машина проходит за 40 минут. Сколько процентов составляет скорость мотоцикла от скорости легковой машины? Так, мотоцикл проезжает быстрее это расстояние, а легковая медленнее. Значит, скорость мотоцикла больше, чем скорость легковой. Если сколько процентов составляет скорость мотоцикла от скорости легковой, мотоцикла больше, значит, процент должен быть больше, чем 100. Вот 60 это уже не вариант. Если у меня было бы 3 ответа меньше, чем 100, я выбрал единственный, который больше, чем 100 и не решал бы, да? Так, что такое v? Скорость. Скорость это s расстояние делить на t время. S у нас везде одинаковое, поэтому у мотоциклиста это будет s делить на его время 25. Скорость легковой будет s делить на его время 40. Вот это их скорости. Теперь я должен это разделить на это. Определение вторая дробь переворачивается и умножить на 100%. Здесь получается 25 из 100 сократим, 4, 4 40, 16, 160%. Вот ответ. Далее. Стоимость одной розы в цветочном магазине 600, тюльпана 450, лилии 500, комнатного цветка в горшке 3450. Чему равна средняя арифметическая стоимость перечисленных цветов? То есть средняя арифметическая это сумма разделить на количество. Если сколько названо? 4 цветка, значит всех их складываем, делим на 4. Ну, давайте легким образом вот так вот сложим. Вот 50 заберем, сюда сложим, чтобы было 3500. 3500 плюс 500 уже 4000. А здесь 600 плюс 400 осталось, это 1000. Получается сколько? 5000 делим на 4 названных. 1250. Ответ Б. Следующее задание. Вот это, 14, да? Значит, это в метрах в квадрате, это в сантиметрах в квадрате. Надо перевести в миллиметры в квадрате. Итак, 1 метр. 1 метр это равно 100 сантиметрам. А 1 сантиметр у нас равняется 10 миллиметрам. Получается 1 метр, 100 сантиметров по 10 миллиметров, это будет 1000 миллиметров. Это просто метр. Что такое 1 метр в квадрате? 1 метр в квадрате это 1 метр умножить на 1 метр. Да, 1 на 1 будет 1, метр на метр будет метр в квадрате, то есть 2 раза умножается. И каждый 1 метр по 1000 миллиметрам, 1000 миллиметров умножить на 1000 миллиметров, получаем 1 миллион квадратных миллиметров. То есть, если мы хотим из квадратных метров перейти к квадратным миллиметрам, то мы должны сдвиг сделать на 6 нулей. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас получается уже 543. Плюс вот столько-то и получится ответ, да? Из сантиметров в квадрате. Точно так же, сантиметр в квадрате это 1 сантиметр умножить на 1 сантиметр. Каждый сантиметр по 10 миллиметров. Получаем 10 на 10, 100 квадратных миллиметров. То есть, чтобы перейти из квадратных сантиметров в квадратный миллиметр, надо 2 места вправо, да? 1, 2, 2 ноля. Это умножить на 100 же. То есть, получается 543 плюс 440, 983 квадратных миллиметров. Нурай и друзья, придя в KFC, решили купить твистер. Когда Нурай спросил у продавца, сколько стоит твистер, ей ответили 3 сока, 4 твистера. Вместе стоит 3400. 3 сока, 4 твистера, 3400 тенге. 4 сока и 3 твистера равно 2900. Вместе стоит столько. Вопрос, сколько стоит 2 твистера, да? Внимание, вопрос, 2 твистера. Значит, соки нас интересуют, надо сделать так, чтобы они уничтожились взаимно. А взаимно уничтожается, когда перед ними одинаковые числа с разными знаками, то есть противоположные числа. Значит, тройку и четверку надо привести к наименьшему общему кратному, это 12. Первое уравнение полностью перемножаем на 4, второе полностью на минус 3. Давайте сразу. Ну, давайте перемножим. 4 3 12, s, 4 3 16, t равно
4 на 3 тысячи, 12 тысяч, 4, 4 600, 13 600, да, получается? Здесь минус 3 на 4, минус 12s, минус 3 на 3, минус 9t, минус 3 на 2 900. Это то же самое, что умножить на 3000, потом 3 раза 100 вычесть. Это 9000 минус 300, это 8700, да? С минусом, кстати. А теперь надо эти два уравнения сложить. Вот тогда и соки уничтожаются. Получается 16t минус 9t, сколько? 7t. 7t равно, здесь вычитаем, что получаем. Так, 4900 получаем. Да? Значит, t равен 700. Нам нужно 2t найти. Умножить на 2, 7 и 2, 14. 1400 тенге. Вот так.